Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В Словении были задержаны 3 хорватских гражданина, которые вскрывали словенские банкоматы. Один раз им даже удалось похитить крупную сумму денег. В последующие разы банкоматы не поддались вскрытию, но все равно таким образом был нанесен существенный ущерб словенским банкам. Одному из преступников, который первым признал свою вину и наверняка сдал своих подельников, дали 2 года тюрьмы. Но не просто тюрьмы, а так называемый викенд-запор. То есть человек будет приходить в тюрьму только на выходные, а в остальное время будет продолжать свою обычную жизнь и, возможно, продолжать грабить банкоматы. Второй преступник получил самый высокий срок – 3 года настоящей тюрьмы. Третьему всего лишь дали 9 месяцев тюрьмы и штраф. По какому принципу назначали сроки, осталось неизвестным. Словенская железная дорога сообщила грустную новость. Больше не будет прямого сообщения между Словенией и хорватской Пулой из-за невостребованности данного маршрута. Для сравнения, из Любляны в Пулу за год на этом поезде отправилось чуть больше 3000 пассажиров, а из хорватской Пулы в Словению в 10 раз меньше, чуть более 300 человек. Для меня осталось загадкой, почему уехавшие люди из Словении в Пулу не вернулись на этом поезде назад. В Словении появились новые таблетки против курения. В новости написано, что эти таблетки каким-то волшебным образом воздействуют на мозг и уменьшают желание закурить. Но в новости не говорится, сколько времени нужно принимать эти таблетки. Интересно, если перестанешь покупать эти таблетки, то снова подсядешь на сигареты? Или от этих таблеток еще сложнее отказаться, чем от сигарет? Полиция задержала еще 2 умельцев, которые на этот раз скрывали не банкоматы, а паркоматы в районе кладбища Жалия. Ночью 2 мужчин, как впоследствии выяснилось, 40 и 49 лет, начали вскрывать паркомат. Но бдительные граждане очень быстро сообщили в полицию. Прибывшим на место полицейским удалось догнать преступников. Преступники, убегая, рассыпали все монеты. Возможно, по этому следу их и догнали полицейские. Им предъявляют обвинение в краже в крупном размере. Интересно, какой же это крупный размер ограбить паркомат на парковке около кладбища? Мне кажется, навскидку, там не могло быть больше, чем 500 евро. В Словении мужчин больше, чем женщин. И количество мужчин с 1991 года выросло почти на 100 000. Интересно, где эти мужчины будут искать себе жен? Слава богу, в Словении разрешены однополые браки. Еще один молодой 22-летний паренек решил попытать свое счастье, забравшись ночью в магазинчик при автозаправке. Но, к несчастью для паренька, полицейские прибыли очень быстро и успели его поймать. Молодому человеку грозит лишение свободы. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне температура от +3 до +10 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер слабый 3-4 метра в секунду. Порывы до 9 метров в секунду. Спасибо, Алиса. И вам спасибо за вежливость. Всю Европу засыпает снег, но у нас весенняя солнечная погода. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал. И до новых встреч. Пока-пока.